Впервые в Уфе перед громкой премьерой в театре решили устроить дефиле. К опере «Аттила» в постановке Ильдара Абдразакова было изготовлено более 400 костюмов. На показе побывала Галина Заводникова. Под музыку Верди на сцене театра оперы и балета появляется армия гуннов. Но в этот вечер артисты не будут ни петь, ни танцевать. Впервые в истории солисты и хор выступают в неожиданном амплуа моделей. К премьере оперы «Аттила» в театре сшили более 400 костюмов. Это не только новый формат для театра, это вообще новое, наверное, в истории предпремьеры в любом театре. Я не помню, чтобы в истории любой оперной премьеры было дефиле. Такой богатой постановки в истории театра еще не было. Исполнитель главной роли Аттилы Артур Каепкулов говорит, что эту партию мечтает спеть каждый бас. За спектакль он меняет 4 костюма. К показу артистов готовили профессионалы сферы моды. Да, шаг там, от бедра. Да я шучу. Нет, шаг ставили, да, куда пойти, что сделать, руки поднять, там, опустить, взгляд какой там, вот это репетировали, да. Интересно, конечно, себя ощутить моделью. Артисты отмечают, что одежда и декорации очень помогают вжиться в роль. Когда ты одеваешь подобный костюм, ты уже не можешь оставаться с собой. То есть тебе приходится вживаться в образ. Только 68 хористов переодеваются за спектакль 4 раза. Они и рабы, и монахи, а это более 270 костюмов. Головной убор раба сшит из ткани и натуральной кожи. Благодаря этому артистам довольно комфортно находиться на сцене и выступать в нем. Все костюмы изготовлены с учетом того, что артисты в них будут петь. Использовались в основном натуральные материалы. Шелк, бархат, кожа. Одного только льна ушло больше километра. Для постановки изготовлено 180 пар обуви и 300 головных уборов, которые не только дополняют образы, но и помогают скрыть современные прически артистов. Художник-постановщик оперы Иван Складчиков говорит, что такой размах был обычным для крупных театров в 50-70-х годах прошлого века. Мы с Ильдаром пошли по принципу того, что если мы делаем большой оперный спектакль, то мы не будем экономить на впечатлении у зрителя, да, то есть мы не будем пытаться его обмануть и пытаться как-то все это сократить и сделать так, как удобно, а сделаем так, как надо. Постановщик пытался передать исторические образы V века нашей эры. Римляне и варвары выглядят почти так же, как и 2 тысячелетия назад. Конечно, с некоторыми коррективами в сторону яркости и театральности. Увидеть весь этот шик и блеск зрители смогут уже через несколько дней. Премьера оперы «Аттила» состоится 27 апреля. Главную партию исполнит режиссер постановки Ильдар Абдразаков. Галина Заводникова, Рамзель Мигранов, Россия, культура, Башкортостан.